Юра, доброго дня и здравия! Приветствую тебя тоже. Сегодня у нас 28 марта. Точно. Так, я хотел бы, чтобы мы с тобой вспомнили, что мы с тобой делали 8 лет назад, каким образом популяризировали творчество Юрия Калинина и Нины Николаевой. Елена музыкант в газете «Красное знамя Севера» осветила наше боевое турне. Пожалуйста, напомни мне, где мы побывали с тобой. Только вначале все же был не Юрий Калинин, а Нина. Ее поэзия, и она вдохновила на создание такого проекта, потому что слова очень замечательные, и они легли на душу и Юрию Калинину, с которым мы тоже вместе в одном хоре выступали. И такое получилось произведение очень душевное, которое всех затронуло. Вот там Лена ее звать, да? Которая на ноты. Елена, да, Лена. Елена. И она переложила эту Юрину мелодию на ноты, и у нас возникла, у Кости прежде всего, у тебя возникла идея, она тебя тоже тронула очень, эта песня, и ты уже здесь, будучи, начал ее популяризировать, находясь в разных обстоятельствах, среди этих борцов, в том числе самбистов, еще где-то мы были, я тоже всегда везде присутствовал, даже однажды где-то, может быть, и пел вместе с Юрой. У него-то голос вообще замечательный, у него такой, как у Сличенко, не совсем такое, но, в общем, есть у него такие нотки, оттенки. Так что он очень замечательный певец, и сейчас в хоре все вспоминают его с добрым словом. И недавно было 100 лет авиации, и он там на широком экране филармонии тоже был спроектирован. В общем, в конце концов, у тебя родилась идея дальше распространить и понести эту мелодию и эти тексты дальше, чтобы они шли и завоевывали пространство. В народ. Пространство. И мы тем самым направились с тобой, прежде всего, в Москву. И в Москве как раз в этот период мы оказались, когда был праздник. Праздник 70 лет Победы. 70 лет Победы. И мы оказались, прежде чем дойти до Поклонной горы и там все это дело, кульминацию устроить, мы по дороге с вокзала уже в метро находили слушателей благодарных, которые с удовольствием брали снести и дальше и ноты, и мы вручали Косте. Раздавали текст и ноты на бумажных носителях. И мы знакомились по дороге с этими людьми, они все были очень добрые, жизнерадостные. Было праздник Победы. Праздник Победы — это все для нас, самый главный праздник. Ему было 70 лет, как ты говоришь. Таким образом мы добрались, останавливаясь на остановках в метро, и там, находя слушателей, дальше по дороге, там арка есть, я не помню, как она называется. Триумфальная. Триумфальная, но она как-то называется. В честь чего? Арка Победы. Победы какой? 812 года. 812, да. Такой, как в Париже, только та посвящена победе Наполеона. А у нас посвящена победа нашей страны в борьбе с национализмом, который мы полностью разгромили, включив в это событие и всех освободили всю Европу, и таким образом эта триумфальная арка появилась, и Поклонная гора.
Там, вот. Текст мы И записали. мы на Поклонной горе тоже, значит, ты там интервью давал о своих юных годах, как ты раньше был там, был награжден поездкой туда на Поклонную гору, и там прочитал все, что нужно было прочитать. Ну, в общем, мы там много делали, тоже пели, тоже в книге памяти все это Текст записали. давали, да, тексты давали. Так, В общем, потом мы поехали много было куда? общений и с иностранными делегациями, и с китайцами, и с другими национальностями, которые с удовольствием слышали, ну, не знаю, с удовольствием, но во всяком случае на лице у них была радость от общения с нами. Вот, и о том, что они могут это сделать, и это хорошее дело понести и дальше. Они, по крайней мере, давали такое желание, изъявляли. Вот примерно так это было, и есть где-то запечатлено это дело, безусловно, в сфере. Когда-нибудь это проявится, и мы обязательно увидим это. Вот, потому что все. Так, потом мы где дальше были? Еще памятное место. Были мы с тобой на Малой Земле. На Малой Земле были Новороссийске. Это... Малая Земля в Новороссийске. Да. Мы потом поехали и на юг. были на Вечном огне Новороссийске, Да. в школе юных моряков. Он как-то там в музее пообщались, оставили эту песню. И вот такое у нас было боевое турне. Замечательно. Вот дай Бог, что мы с тобой вместе в диалоге начинаем вспоминать то, что было, потому что это было 8 лет назад. И на Красной площади мы раздавали этому знаменитому какому-то критику, как-то его фамилия, не помню уже. У тебя на Красную площадь не пустили, да? На Красную площадь у меня был ножичек такой перочинный. Я его еще в Советском Союзе 80... В честь Олимпиады. С олимпийской символикой. И я его хранил, он всегда со мной ездил. Маленький ножичек такой. А там рамку эти Мильтоны установили. И говорит, ножичек выкидывай в урну. Я говорю, нет, извини, пожалуйста. Вот. Он говорит, ну тогда я тебя не пущу. Ну, говорит, это на твоей совести будет, я ему говорю. Ну, вот так. И я пошел, сел к памятнику Жукова на коне. Вот там сидел, а Костя сходил там. Ждал меня. Ну, всего доброго, Юра, давай. Общался. Так, да. В этом году я хочу провести сетевой такой марафон, называется, типа флешмоб. И повторить нашу с тобой путешествие, повторить наше с тобой путешествие по тропинкам памяти. Он получил название по тропинкам памяти, и в том числе и той, о которой мы сейчас с тобой говорим. Никто не забыт. Да. Ну, замечательно. Благодарю. Замечательная идея. Я тебе желаю попутного ветра, скатерти дорога, попутного ветра и 7 футов под килем, чтобы у тебя были многие хорошее общение, друзей по пути. Чёрту! Всего доброго, пока.